И доброе утро еще раз, дорогие радиослушатели Саха-радио и присоединившиеся прямо в текущий момент телезрители канала Саха-24. С вами Дмитрий Аргунов и второй час понедельничного утреннего блока трехчасового. Первый и третий час ведут мои коллеги, второй час зрители и радиослушатели вынуждены, скажем так, общаться со мной и с моими гостями. И на сегодня у нас в рубрике «Якутск сегодня» или «Якутск 107.1» заявлены два замечательных товарища. Не секрет, что, еще раз говорю, мы используем платформу утренних эфиров как разминочную перед большими эфирами цикла «Не пропустите главное». И вот что прямо распирает меня, собственно, скажем так, оперативности и прочего. В пятницу глава республики провел совещание по вопросам детского движения, в котором немалую роль играет еще и повышение патриотизма посредством вот этого самого детского движения. Да? И два человека, которые имеют непосредственное отношение. Еще факт. Начиная, Сергей Георгиевич говорит, начиная с ноября, уже с послания Путина звучал вопрос о повышении воспитательной и патриотической роли детских и молодежных объединений, которые сейчас существуют в Российской Федерации. Люди не самые, скажем так, далекие от детского и патриотического движения. Сергей Георгиевич у нас возглавляет клуб «Отважный». Поисковый клуб является, работает ДОСААФи, которая, скажем так, еще с советских времен является оплотом, скажем так, патриотизма. Да? Здравствуйте, Сергей Георгиевич. Добрый. И Александр Дмитриевич Васильев у нас с Министерства образования представляет, но, тем не менее, человека, наверное, можно сказать, что он собаку съел на детском движении. Скажем, все то полезное и значимое, которое было в детском движении конца советского периода, в пионерии, Александр Дмитриевич, многие годы, скажем так, тянет и в постсоветскую эпоху. Здравствуйте, Александр Дмитриевич. Здравствуйте. Как непосредственный участник того примечательного собрания у главы республики, которое прошло в пятницу, давайте, какие там вопросы поднимались, и можно ли говорить о том, что республика каким-то образом готовится упредить, скажем так, федерацию в плане повышения патриотизма посредством детских объединений? Некоим образом можно сказать, что мы впереди России в отношении того, что у нас единое детское движение начало создаваться в 2013 году по инициативе главы республики Егора Афанасьевича Борисова. И уже некоторые наработки у нас есть. И, допустим, другие регионы России у нас сейчас активно выходят, мы с ними общаемся. По совещанию конкретно поднимались вопросы, такие, которые детское движение сейчас, что в дальнейшем нам нужно сделать, чтобы детское движение у нас реально начало работать. Сейчас у нас идут очень большие работы по структурному созданию структуры единого детского движения. У нас идет работа по кадрам, идет работа по подготовке актива детского движения. Что еще нужно сделать для того, чтобы в дальнейшем у нас детское движение реально готовило большое количество ребят массовое, оно стало очень массовым и реально могло было быть заметным в воспитании патриота, гражданина. Александр Дмитриевич, я соглашусь во многом с вами, но скажу, что где критерии-то, где критерии успеха детского движения? А я скажу вам, вот оно, где критерии. Красные галстуки, красные пилотки, горные барабаны. Вот критерии успеха. То есть, то, что мы назвали атрибутом пионерского движения, да? Если их будет, значит, скажут, движение детское Джулур в нашем случае, да, реально удалось. То есть, стоит ли 100% перенимать от пионерии то, что было, скажем так, мерилом их успеха? Тут каждый тоже сам определяет, что мерило успеха. Если допустим, говорить, что мерило успеха в том, чтобы все одели галстуки и все ходили, Вы только что сказали массовость, я в этом аспекте. Массовость имеется в виду не в том, чтобы все одели галстуки и все стали в один строй и ходили строем, пели песни.
Идея в том, чтобы у нас сейчас коллективное воспитание детей, как граждан, оно все-таки у нас превалировало. Обязательно сейчас у нас законодательная база такова, что никого силком в детскую организацию мы включать не можем. Ну и, в принципе, нет такой необходимости. Нам нужно создать такую организацию, которой бы ребята сами захотели туда идти, для того, чтобы там было интересно было. Да. Да, вот в основном имеется в виду массовость с точки зрения того, чтобы создание условий для того, чтобы ребята сами захотели туда вступать. Сергей Георгиевич вопрос. Сергей Георгиевич, все-таки ДОСААФ, как ни крути, да, и в 30-е годы, и в 40-е, и в послевоенные годы всегда работала с подрастающим поколением в плане, не знаю, военно-технического, гражданско-патриотического воспитания. Идеологии всегда ли было больше, чем техники, скажем так? Вот давайте мы в этот аспект. Практически идеология должна превалировать на всех направлениях. Да, идеологии должно больше быть техники, чем техники. ДОСААФ занимает свою нишу по военной патриотике. Вот в настоящее время мы разговаривали про «Отважно». «Отважно» существует 30 лет, уже 30 лет. За это время проделан гигантский опыт. И туристические походы вместе с Александром. Кроме этого, поисковая работа. Кроме этого, в настоящее время, в 2015 году, мы использовали новую форму. Это военно-исторические клубы. Военно-исторический клуб РККА здесь, в городе Якутске, это подготовка к 70-летию Победы, техника победы, и ребята принимали участие во всех мероприятиях. В настоящее время идет работа по созданию ассоциации военно-патриотических клубов. То есть ДОСААФ занимает свою нишу, уже почти 89 лет в этом году исполнится, эту нишу мы занимаем. И как можно больше расширяем. Достаточно сказать, что сейчас 6-7 февраля мы планируем большие соревнования здесь в городе Якутске на базе 16-й школы, посвященные памяти тем ребятам, кто погиб, допустим, в Чеченской Республике. Но по атрибутике обязательно должна в детском движении быть. Не знаю как, не знаю где. Если раньше, допустим, мы знали, что атрибутика, приходишь в школу, кто занимается? Пионер-вожатая. Все, знаем, где ее найти. Теперь педагог дополнительного образования. Военрук. Теперь, допустим, преподаватель АБЖ. Атрибутика обязательно должна присутствовать во всех этих мероприятиях. Поскольку она просто детская. Да? Поскольку она детская, особенно в детском движении. Я, кстати, согласен. Давайте мы в тот раз вспоминали с Александром, в советское время были фильмы замечательные, которые, не противопоставляли, не показывали учителя-педофила, а показывали вожатого в пионерском лагере, друга детей, усатый нянь тот же и так далее, которые, дети смотрели на тех же педагогов, которые с ними работали, как на равных, может быть. В какой-то мере это достижение той системы, которая существовала. Сейчас у нас с ювенальщиной и прочим, ООО. К детям, не дай бог, не подпусти, не дай бог, как посмотрят. Все это, скажем так, грязные сливки либерального общества, которые сыплются на подрастающее поколение, они должны через себя как фильтр какой-то угольный пропустить. Да? Приведет ли это к нормальным вещам? То есть при той системе. Раньше как-то было проще. Советский человек, все. Да, сейчас с информационным фоном, конечно, это очень гораздо сложнее, потому что сами видим, что у нас ребята больше ориентируются на интернет, на эти гаджеты, на социальные программы. Конечно, нам стоит, тоже перед нами поставлена задача на том, чтобы мы более активно осваивали новые информационные технологии для того, чтобы создать контент, который бы для ребят ориентировал бы на позитивную мироощущение, на то, чтобы ориентировал, на чтобы отношения строились и к себе, и к людям, и вообще к стране, позитивные. Это у нас тоже одна из важнейших задач, которую, кстати, глава тоже поставил перед нами на этом совещании. Использовать как можно больше современных технологий, да? Да. Я слабо это как-то представляю. Дискуссионные площадки, они же никуда не ушли, и молодежь на них тянется. Это направление, когда можно глаза в глаза, то есть собралась, допустим, определенная аудитория, ты до них доводишь свои взгляды, они доводят тебя свои. То же самое. Почему их отменять? Кроме интернет-общения, это живое общение с людьми. Все наши сборы, допустим, все наши мероприятия, когда начинаешь работать с ребятами,
показывают, что они как воспринимают мир, как мы воспринимаем мир. Да и вообще, смотрите, вот гаджет этот, уткнувшись вот в этот гаджет, ребенок, да, это антипод, скажем так, коллективизма, да. То есть абсолютно трудно будет, разы труднее будет, скажем, вот этого интроверта затащить в какой-то коллектив, подчинить его интересам коллектива, да, навязать, может быть, не навязать, предложить, чтобы он воспринял, так предложить, чтобы он воспринял какие-то коллективные интересы, радости, я не знаю. Но у меня такая видится задача. Вот все эти зорницы, там, походы и так далее, это реальная жизнь такая, вся такая кондовая, да? А тут, с другой стороны, вот это вот засилие технологий и так далее, от которых нам стоит оторвать растущее поколение. Иначе они там вырастут, не знаю. Интроверт – это в лучшем случае. Вообще, сейчас, конечно, стоит задача такая, что... Коллективизм и гаджеты как-то не вяжется, Александр Дмитриевич, а? Нет, имеется в виду, гаджеты нужно рассматривать как инструмент. Инструмент, который может и добро принести. Топором можно же и дом построить, и храм построить, а можно и пойти там... Голову отрубить. Да, голову рубить. Старуху-процентщицу, да, чикнуть. Вот, поэтому гаджеты обязательно нужно использовать, потому что, это уже реалии нашего времени. А то, что вот дети, уже вот ушедшие в интернет, в виртуальный мир вытащить, конечно, сложно. Поэтому все-таки задача стоит такая, чтобы мы не только вот вытаскивали, а в основном, скажем так, профилактику проводили уже в возрасте, когда они еще гаджетом не подсели на гаджеты. Это вот уже надо начинать с 8, с 7, с 10 лет вовлекать в интересные дела, которые понятно, что если, допустим, ты участвуешь вживую, общаешься со своими сверстниками, это тоже гораздо очень интересно, и они давали предпочтение тому, чтобы идти поиграть во двор, чем сидеть с этим гаджетом в этих бесконечных стрелках. Зрение себе портить, да? Да. Зрение себе портит. На самом деле, да, в советское время было как-то проще, потому что в любом случае пацаны бегали, дрались, общались, да, скажем так. То есть, в непосредственном тесном контакте находились друг с другом, да? То есть, предложить ему, либо ты, скажем так, остаешься вот хулиганом, скажем так, в этом, выбирай темную сторону, да, либо ты идешь по направлению к комсомолу с перспективой. Предлагалось-то такое. Согласись, Георгиевич. Это я согласен. Но в наше время настоящее, допустим, оторвать немножко детей, сказать, это нереально, а вот это вдруг реально. Ты на него можешь положиться, можешь с ним отработать. Вот для чего проводятся все эти массовые мероприятия, все походы, зорницы, будем говорить, поисковые мероприятия. А тут аспект такой, Георгиевич, в том числе и кровь реальна, да, в том числе и смерть реальна. В том числе, да, и боль реальна. Если он в игрушки свои пострелял, там уничтожил 30 противников, он доволен. А тут, когда, допустим, палка сломалась, и ему больно, боль получил, он знает, что и другим тоже больно, когда получаются все эти мероприятия. Вот, допустим, сейчас в настоящее время страйкболисты развиваются в республике. Причем ребятишки, 12 лет занимаются у них. И здесь реально они чувствуют дух коллективизма. Как говорится, дух, пулька в него попала, это уже больно. Когда побегал, да, я знаю, что вот Иванов Паша прибежит, меня вытащит. Тут совсем другое. Одно дело компьютер. Наша задача, да, оторвать детей именно с нереальности, которая происходит в их жизни, вернуть их в реальность. То есть страйкбол в этом направлении вам союзник? Страйкбол в этом союзник. И все технические, прикладные, туристические направления. Не зря сейчас возродили опять ГТО. Ведь это реально подходит ребенок, от 8 лет, да, по-моему, Саш? Да. Пока живешь, ты сдаешь эти нормативы. Это реальная жизнь. То есть ты ее должен попробовать. Кстати, вот с этими нормативами ГТО, да, у нас на физкультуре, что ли, или я так в школе давненько не был, да, как они вовлекаются? И ладно, там этот идеологический аспект, там, сделать тело крепче, дух у нас и так, да, тут напрямую ведь и духом занялись. Вот аспект ГТО, там, поступенчатое какое-то, не знаю, многие говорят возврат в СССР. А что плохого? Местами в СССР не все было плохо, поэтому действительно когда ребенок, скажем, парень или даже маленький что-то выполняет и получает значок, он чувствует себя, я уже что-то могу. То есть, да, это какой-то есть аспект самоутверждения, который, в общем-то, ребят подвигает на то, чтобы стараться соответствовать каким-то физическим нормам.
Ну, то есть это какой-то вызов, да? Да. То есть есть система такая, которая, в общем-то, вот, позволяет человеку контролировать свою физическую подготовку и вместе с ней развиваться. Да? Самосовершенствование. Вот я же говорю, раньше был значок ГТО на груди у него, и больше не знают о нем ничего. Мальчик спас ребенка. Ага. Вот тут все взаимосвязано. Георгиевич, у нас весной состоялся разговор, где мы говорили, что во многих вещах вот этот патриотизм, который, всплеск патриотизма, который с годовщиной Великой Победы, да, он во многом ради галочки. Да. Ну, были такие случаи отмечены, скажем так, и так далее. Наряду с положительными вот этими моментами, когда все большее количество молодых людей участвует не ради галочки, мы отвечали еще и какой-то вот чиновничий подход какой-то. Да. Отметились там какие-то нелепости, там, бог те знает. Ну, помните этот разговор? Ну, помню этот разговор. Да. Вот в этом случае вот, нет ли галочкизма вот этого в случае с патриотизмом? Или все-таки это реальная необходимость времени, в котором бьют боевые барабаны? Заговорить можно все. То есть все можно забюрократить. Но в настоящее время это реальность. Это тяжелая реальность. Когда практически все наше население подвергается массированной психологической, что греха таить, психологическая война идет против населения. Здесь же одурманивание населения алкоголем, наркотиками. Поэтому, чтобы ребятишек выдернуть, необходимо повышение роли именно детских организаций, юношеских, военно-патриотических, любой направленности, но живых, которые живут, которые вот в наше время, вот в 90-е, 2000-е годы не развалились, а наоборот набрались опыта. Здесь, я считаю, Егор Афанасьевич правильно сделал акценты. Но мы варимся, каждый в своей нише, еще раз подчеркиваю. Нет определенного координационного центра в республике, кто бы объединил все. И в этом необходимость есть. И в этом необходимость есть. И тот же самый пионер-вожатый в школе, который был, он объединял в себе все. Все направления работы. Начиная, допустим, от спасения рыб, заканчивая проведением зорницы. Универсальный такой специалист, который... Александр Дмитриевич, помните, мы говорили, что кадры – это самая большая проблема нашего века. Да? Раньше-то, если были, скажем так, специалистов прямо готовили таких. Сейчас-то... Да, и система готовила. То есть, вот ребенок, который в активе организации был, в Совете пионерского отряда, а потом в комитете комсомола, и он был готов работать вожатым. То есть, эта система была отработана. Сейчас мы стараемся эту систему возродить. У нас есть педагогические отряды, студенты, вот, замечательные ребята, которые вот, свое свободное время проводят с детьми. Ну и, конечно, все-таки нам хотелось бы, чтобы у нас была подготовка такая на государственном уровне, чтобы у нас федеральный центр, прямо вот единый классификатор специальностей, который вот вузы готовят, поставил бы специалиста вот по воспитательной работе, который бы потом приходил в школу и потом получал нормальную заработную плату, и потом всю жизнь работал бы как методист, который, вот, в общем-то, к которому обращаются и классные руководители, и директор, и все знали, что вот этот человек, который знает, как проводить тренинг, как проводить вообще то или иное дело. То есть сейчас технологии педагогические очень продвинулись. Мы сейчас в наших вузах пока готовят все-таки специалистов, которые учителя-предметники, которые вот могут прекрасно преподавать математику, химию, физику. Я сам учитель географии. Когда пришел в школу, в 21-ю школу на практику, не знал, как к детям подойти. Ну, я знал, как урок провести, как занятия. А вот по такие простые моменты, когда вот кто-то начинает там играть, кто-то начинает тебя не слушать, ну, практикантов же испытывают. Вот я там прямо в ступор впадал, поэтому... Хлебнули горе, да? Поэтому вот есть необходимость тому, чтобы готовить на практике, потому что в воспитательной работе лекциями подготовить человека нельзя. Это вот, скажем так, уже аксиома практически. Ну вот надо нам как-то программу вот менять, наверное. И, наверное, все-таки достаточно большое значение летний отдых, во время которого, скажем так, вот эти многие аспекты, кстати, и формировались. И патриотика, я зорницу вспоминаю, другие игры, да, и турслеты, и, не знаю, в лагерях-то дети находятся, они в коллективах находятся. То есть, если в классе, скажем так, ты
днем пришел, вечером ушел, ну, как-то так получается. Тут круглосуточное пребывание. Вот мы два единомышленника по развитию детского туризма. Угу. Где складывается коллектив, как не в турпоходе, когда от каждого зависит благосостояние полностью группы. Один делает все. Не благосостояние, наверное, а благонадежность. Благополучие, благонадежность. Да, до здоровья. До здоровья. Поэтому здесь вот именно в таких коллективных мероприятиях и развивается мироощущение, что я могу на своего друга положиться, он может на меня положиться. Мне надо сделать определенную работу, чтобы всем было хорошо. А, наверное, нужно так в первую очередь как союзников привлечь еще и многочисленные туристические объединения, которые, ну, Nord Stream, допустим, Мишу Местникова, да? Как у вас с такими вот специалистами отношения, которых именно, ну, не в прикладном, там, практическом туризме? Ну, да, у нас специалисты, которые есть... Ну, у нас вообще во всем детском движении, и включая в туризм в том числе, и все, вот мы должны как можно больше взрослых специалистов, интересных людей привлечь. В походы ходим, конечно, стоят большие задачи и по тому, чтобы и вот в лагерях, чтобы интересная работа проводилась. В первую очередь, это тоже, конечно, интересные программы и интересные кадры, которые вот могут эти программы реализовывать. Ну, работаем над этим. Мы совместно с Союз Росспасом, Пуляевский Василий Александрович, осенью 2015 года запустили вот такую программу. Воин-спасатель. Мощная база Союза Росспаса. Мощная база ДСАФа. Мы объединились. Сначала первые сборы были для школьников. А потом, наработав эти материалы, мы провели второй съезд среднеспециальных учебных заведений. То есть, мы на нашей базе сделали просто военно-патриотический сбор для них. Вот эти направления именно вырабатывают коллективизм, единомышление и новые программы. Здесь мы, когда собрались и объединились, посмотрели, до нас свыше 40 человек только, кто организовывал данное направление, собралось. Хорошо. Знаю вас как людей, которые не понаслышке знают и о детском движении, и о детском патриотизме. И давайте очень короткий вопрос, на который вы пока сейчас ответите или да, или нет. Будет ли соответствовать вот федеральная программа грядущая по повышению детского патриотизма вашим ожиданиям? Я очень надеюсь, что все будет учтено, потому что сейчас очень серьезная ситуация. Надо, конечно, чтобы все было так, чтобы ребятам интересно было и очень полезно. Ну, надежда умирает последней, будем так говорить. Все-таки стоит надеяться. Хотя бы, то есть, начинаются первые ростки. Как они пойдут, куда выведет, там уж время покажет. Отлично. Сегодня в студии программа «Якутск сегодня» и вечером 19:00 в эфире программы канала Саха-24 мы смотрим вопросы детских объединений, вопросы детского патриотизма, стоит ли реанимировать пионеры и многие другие вопросы, которые будут отвечать очень компетентные люди, которые находятся непосредственно на земле, непосредственно в поле, имеют огромный опыт и работы, и, скажем так, сужденческого плана. Да? Я благодарю Александра Дмитриевича Васильева, представителя Министерства образования, который откликнулся на приглашение на сегодняшнюю программу, и Сергея Георгиевича Черных, руководителя поискового клуба «Отважный», руководителя ДСАФ, одного из руководителей ДСАФ, который, многие 30 лет вот уже, скажем так, возглавляет одно из патриотических движений в республике. Да? Все-таки не стоит это как-то сквозь пальцы смотреть. И то, что пока Джулур не играет, да, не на слуху, скажем так, да, нужно нарабатывать. И, может быть, мы и дождемся того, что, скажем так, вот это общими усилиями возвращенная и атрибутика, и система Джулура, она будет узнаваема, она будет востребована и педагогами, и детьми в том числе, что немаловажно. Когда ребенок, когда подрастающий юноша, он искренне, скажем так, вот разменяет гаджет, скажем так, вот на возможность с друзьями сходить в поход, вот тогда я буду говорить, что да, успех нам сопутствует, товарищи, успех в наших делах
как говорится, да, процветает. Так что до встречи в вечернем эфире. И Сергей Георгиевич, и Александр Дмитриевич, я думаю, что вечерний эфир будет еще интереснее. Всего доброго.